Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, которая вдохновляет многим своим достижениям в бизнесе. Мы рады приветствовать Насиму Бахронову, основатель логистической компании Mavsim ИК, успешную бизнес-вумен, ставшую ярким примером для многих женщин в Таджикистане. Сегодня мы погрузимся в ее личную историю, узнаем, как она пришла к идее открыть собственный бизнес и обсудим те трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на этом пути. Ассаламу алейкум, Насима хон. Ассалам. Здравствуйте, дорогие зрители. Давайте начнем с вашего пути. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о семье. Что сыграло ключевую роль в формировании вас как личности? Вот вы правильно начали с того, что о семье, потому что личность формирует семья. Я родилась в Таджикистане, в городе Душанбе, в традиционной семье, где переплетались и современные взгляды на жизнь. Соответственно, акценты ставились на образовании, на целеустремленности, независимости. Мы 3 девочки росли в семье. Отец всегда говорил: обязательно нужно получить высшее образование, неважно, вы будете работать по профессии или нет, но всякое может быть в жизни. Женщина должна все равно чувствовать опору под ногами. И в любом случае, не дай бог, что-нибудь произойдет в перспективе в семье, в супружеской жизни имеется в виду, чтобы могла помочь своему супругу выйти на работу и самореализоваться. Ну, учитывая то, что сыновей не было, он все-таки в нас вкладывал очень много, как сыновей. Соответственно, образование у нас было очень высокое, требования были соответствующие. Ну, если говорить про семью, была дружная семья, счастливое детство, слава богу, я это все испытала. К сожалению, когда мне исполнилось 14 лет, мы потеряли нашу маму в связи с ее болезнью. Через 5 лет мы потеряли нашего папу, тоже не протянул долго после кончины своей супруги, получается. Ну вот мы остались с сестренкой, получается, без родительского попечения. Сестра была уже выдана замуж, она жила в другом соседнем городе, а мы остались на воспитании у бабушки. У бабушки, у нашей кельнояшки, нашего Тагоджуна, жена. Выросли, слава богу, вот сегодня имеем такой результат. Однако, тогда, когда мы потеряли своих родителей, это, конечно, отложило отпечаток на нашем сегодняшнем поведении. Именно это ответственность, это самостоятельность, это жесткость где-то в характере. Я даже очень сильно пережила кончину своего отца, потому что это был последний нашим родителем. Когда мы его хоронили, мне казалось, что в этот момент я хоронила и маму, и отца, и свое детство, и как бы свои мечты, надежды. Очень трудно проживала этот этап, потому что на протяжении полугода я прям круглосуточно плакала. Это было не экологично ни для себя, ни для моего окружения. Бедные мои подруги, сестры: ну хватит уже плакать, ну сколько можно, ну успокойся уже. И в этот момент, вот на протяжении полугода, да, ко мне пришли такие осознания, что почему я плачу, почему, сколько можно столько плакать, ну хватит уже. И поймала себя на мысли, что я жалела себя, потому что когда я вспоминала об отце, я вспоминала о его заботе, о его любви, о его ласке, о том, что он мне прям не то что контролировал, а подсказывал, вплоть до того, что он идет в школу, какие книги читать. Прям вот настолько вкладывался в своих детей, и мы, получается, резко потеряли вот это внимание, то есть жалость к себе, что мы остались без внимания родителей, в частности, вот папы, мамы. С тех пор, видимо, у меня выработался вот этот стержень такой жесткости, хватит себя жалеть, независимо в личной жизни или в деловой жизни. Вот этот принцип у меня срабатывает. Как вы пришли к идее заниматься бизнесом и что вас вдохновило на этот путь? Образец для подражания для меня был отец.
Все-таки вот эти жизненные события, которые мы испытали с сестренкой, потеряв родителей, нас закалило. То есть мы уже понимали, что мы должны быть более самостоятельными, принимать решения, даже выбирая вуз, куда мы поступали. Выбирали себе профессию, я это хотела подчеркнуть. И, конечно же, будучи молодыми девочками, мы также смотрели эти голливудские фильмы и с сестренкой мечтали. Ох, вот бы нам тоже дорасти до такого, да, уровня, получить там, ну, да, экспертизу, компетенции, там, когда получишь высшее образование, ездить на такой же красной машине, там в небоскребах иметь свой бизнес-офис, получается. Ну, вот эти мечты, плюс образец для подражания в лице отца, соответственно, жизненные вот эти барьеры, которые нас закалили, так скажем, да, сподвигли к тому, что уже появился навык принятия решений. Когда ведешь бизнес, это один из основных навыков, это принять управленческое решение. Поэтому для нас, как бы рискованно не было, мы несем ответственность за любое принятое решение, за любой выбор, не только, как я говорю, в личной жизни, но и профессионально также. Вы по образованию бухгалтер, да? Нет, я по образованию закончила, получается, экономический факультет Славянского университета по специальности менеджмент. Но в силу того, что вот потеряла рано отца, я устроилась на работу, будучи на третьем курсе, кажется, мне моя подруга помогла устроиться на работу, то есть я полдня училась на дневном отделении, полдня работала в радио- и телецентре расчетным бухгалтером. То есть моя профессиональная карьера начиналась с расчетного бухгалтера, будучи студенткой. Тем самым я и училась, и работала, и обеспечивала нашу скромную семью, ну, то есть помогала, отдавали там доходы нашей семье, которые за нами, так скажем, заботились. Это Буваджон, бабушка, это Кельная. Ну, вот так вот началась моя профессиональная жизнь, получается. Поэтому я по специальности менеджер, а по призванию бухгалтер на тот период была. Я очень долго проработала как раз-таки главным бухгалтером во многих компаниях. И в последней своей компании работодателя я была тоже главным бухгалтером. Во сколько, Насимахон, замуж вышли? Сразу после окончания университета. Вообще это тоже отдельная страница в моей истории, потому что вышла замуж по любви, что не совсем стандартно для наших традиционных семей. Вышла замуж за одноклассника, тоже из хорошей авторитетной семьи в нашем обществе, так скажем. И мы встречались 6 лет. На тот момент я уже работала, со стажем уже 3 года, получается, потому что я на 3-м курсе, да, устроилась на работу расчетным бухгалтером, потом перевелась в международный проект специалистом по финансовым вопросам. И в силу того, что семья моего супруга была светская, интеллигентная, они очень лояльно отнеслись к тому, чтобы я дальше продолжала работать. Но, не скрою, были такие моменты, когда супруг нервничал, даже дома со своей мамой, то есть моей свекровью, воевал, зачем ей работать, пусть дома сидит, не без этого. То есть патриархальные вот эти нюансы также отражались на нашей семье, несмотря на то, что были очень такие светские, современные и так далее. Все-таки с какими вызовами вы столкнулись в начале своей карьерной деятельности и как вы их преодолевали? Ну, как любой бизнесмен, это не только женщину касается вообще, вот, да, в целом. Это нехватка ресурсов, это отсутствие финансов, это набор команды, то есть человеческого капитала. Это недостаточная компетентность, то есть не хватало знаний, да.
Это стандартный набор, с которым сталкивается любой предприниматель. Что касается женщины в бизнесе, я сталкивалась все-таки с стереотипами, потому что когда я ходила в компетентные органы или же подписывала контракты, это было немного сложновато, потому что вести переговоры, вот знаете, был такой кейс. Захожу в кабинет к потенциальному партнеру, с кем я хотела подписать контракт, и вижу, значит, атмосферу. Такой очень авторитетный мужчина с очень таким акцентом на ислам, ну, светский ислам, при всем при этом атмосфера даже в его кабинете была, здесь запрещен вход женщин, это мне считывалось так, когда я попала к нему в кабинет. У меня рефлекторно появилась такая реакция, ну, мы все воспитывались в традиционном патриархальном таком стиле, да, нас девочек учили, смотри, нельзя смотреть в глаза мужчине, да. Всегда спускай взгляд свой, вот этот вот момент, да, я поймала себя на этом, я тут же опустила взгляд свой, вот так вот, как Келини Нав, у меня рефлексы пошли вот такие, да. То есть стала осолом, да, опустила глаза, села, а потом прокручиваю, значит, эту ситуацию и думаю, ну, вообще-то это не родственник, это, ну, вот, ну, да, мужчина, да, но я же пришла к нему на равных, я пришла подписывать договор, то есть договариваться о сотрудничестве. В этот момент у меня прямо аж пот, озноб, я не знаю, меня бросало вверх-вниз, да, морально. Я поднимаю взгляд свой и начинаю прямо смотреть ему в глаза и транслировать свою мысль, свою цель прихода и, в общем, повествовать все наши вот идеи, с которыми мы пришли. На что я была вот удивлена, да, очень мягко, очень деликатно, и, возможно, где-то я его удивила этой своей смелостью, но мы подписали контракт и стали сотрудничать, ну, то есть есть такие эмоциональные пороги, да, где вот, потому что в коммуникациях, в деловых коммуникациях обязательно нужно смотреть в глаза оппоненту, да, например, а в воспитании женщины, восточной женщины, ну, как воспитали нас всех, я так понимаю, я так думаю, у нас у всех принято глаза опускать вниз. И вот этот вот конфликт психологический я на тот момент переборола, теперь уже, конечно же, мне легче вести переговоры. Это на ранней стадии, когда я открывала вот бизнес, я с этим сталкивалась. Занимаетесь бизнесом, который, это вот мужской бизнес, можно сказать, да? Здесь в основном, наверное, ваши конкуренты в основном мужчины. Вы очень часто сталкиваетесь, да, во время переговоров, в процессе работы, или, наверное, у вас команда очень большая, составляет из мужского состава, да? Как ваш муж относился к этому? Вы знаете, была такая история в мобильном телефоне, как-то так получилось, что завтракаем с супругом, и, значит, я открываю свой мобильный телефон, разговариваю то с Амридином, то с Тоджидином, то с Адридином. Супруг, наблюдая за этой картиной, как бы говорит, а можно я посмотрю твои контакты, да, ну, хотя это личное пространство, я говорю, ну, да, ну, как бы совесть-то чистая, и там, соответственно, весь мужской, у меня список контактов состоял вот исключительно прям вот из мужских лиц, как говорится, да. Боже мой, он тогда, когда... Ну, это произошло тогда, когда я уже бизнес свой открыла, потому что, вы сейчас верно подметили, логистика немного такая вот сфера деятельности, она брутальным таким оттенком, потому что это
большие фуры, это таможня, это границы, склады, как бы здесь мужская сила нужна, а тут вот этим всем логистическим процессом, получается, управляют экспедиторы в лице женщин. Кстати, в нашей компании как раз-таки экспедиторской деятельностью занимаются женщины. Да, у нас есть, конечно, мужской состав, без мужчин мы никак не можем обойтись, они как раз у нас в поле, занимаются таможенной чисткой, как бы разгрузкой, ну, где уже действительно мужская сила нужна. А вот процесс управления, координации и вообще система менеджмента, вся администрация – это женщины. Вот, как бы казусно это не казалось, но вот мы, преодолевая барьеры не только в бизнесе, но еще и в женском бизнесе, мы действительно сталкиваемся с очень многими такими сложностями, потому что женщинам договориться сложно, многие думают, особенно договариваться, если там о системе скидок или еще что-нибудь. Многим мужчинам, партнерам это неудобно озвучивать такие вопросы. Но мы уже настолько себя поставили, что на любые вопросы в бизнесе мы очень открыты и к нам уже доверительно относятся. Вот. И если говорить про реакцию супруга, конечно, не без ревности. Это нормально, это естественно, потому что, как бы, опять-таки подчеркиваю, еще с патриархальным взглядом на жизнь. Ну как так можно женщине еще и в мужском сообществе постоянно находиться? Были конфликты, много что было, ну, путем переговоров, и с поддержкой его мамы, моей любимой свекрови Худурахмати. Слава Богу, была вот в нашем стане женщина, потому что, кстати, я попала в семью, где тоже сугубо мужская, потому что у моей свекрови было 3 сына, у нас был Бубо Калон, Дада Джон, мой супруг, ну вот, и я вот с Айджон были девочками, плюс я еще родила сыновей, вот мы 2 девочки в доме были, и вот она женскую солидарность проявляла и защищала меня, поэтому супруг прислушивался к маме, как бы, вот такая ситуация была. Мне просто повезло со свекровью. А что помогло вам стать успешной женщиной, руководителем в Таджикистане? Очень важно рядом иметь наставников. У меня, слава Богу, было много наставников по жизни, именно в профессиональном направлении и в личной жизни. Ну, вот свекровь была моей наставницей по таким семейным вопросам. Она очень меня поддерживала, помогала, воспитывала детей. Пока я трудилась на работе с 8 утра до 10 вечера. Про вот этот момент знал весь наш Авлод. Господи, сколько можно работать. Я и по субботам выходила на работу. Вот единственное, по воскресеньям уже как бы помогала Аяджон по домашним делам, потому что к нам все равно каждую неделю приходили гости, постоянно рафтоумат, постоянно вот этот хизмат, порой их мемуно. И в профессиональной жизни я сталкивалась с очень полезными контактами. Как вот у Брайан Трейси же говорится, хочешь вкусно готовить, познакомься с поваром, да, и учись у него вкусно готовить. Хочешь быть умной, познакомься с умным человеком, ну и вот ты будешь тоже умным. Хочешь быть успешным, познакомься с успешным человеком, ну и ты тоже будешь успешным. Поэтому вот эти полезные контакты и наставники в их лице, они меня вот так вот сопровождали, подсказывали, сделай так, сделай так. Я очень уважаю, кстати, консалтинговую поддержку, вот, которая сейчас на момент развития моего бизнеса была популярна, модна и до сих пор, кстати, это очень актуально. Я всегда обращалась за консалтинговой поддержкой, чтобы помогали мне развивать мой бизнес, настраивать систему менеджмента и так далее. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что стать успешной женщиной в бизнесе в Таджикистане немаловажно все-таки
иметь наставников, менторов. Это один из компонентов. Ну и потом все-таки нужно уметь экспериментировать, уметь ошибаться. Ошибки – это наши уроки, успехи – это наши награды. Поэтому как бы вот это тоже один из таких компонентов, делает ошибки. То есть компонент успеха. Если ты не ошибешься, если ты не преэкспериментируешь, вообще страх свой не преодолеешь, потому что у нас часто сковывают страхи, а что скажут другие, а вдруг я эти деньги не оправдаю, да, которые израсходовала на тот или иной проект, а вдруг там еще какие-то последствия будут. В общем, у нас страхи, тем более у женщин. Вот просто нужно избавиться от этих страхов. Ну и двигателем, конечно, везде и во всем это любовь. Любовь к детям, любовь к мужу, да, любовь, там, я не знаю, к семье. Когда ты понимаешь, что ты тратишь последние деньги семейного бюджета, вкладываешь там в какой-то проект и думаешь, не дай бог я их не верну в семейный бюджет, соответственно, там школа, одежда, дети, да, и так далее. И вот это вот где-то страх, а где-то вот благодаря любви к своей семье ты стараешься приложить все усилия для того, чтобы эти деньги оправдались, чтобы был результат, и ты, соответственно, достигаешь вот этого успеха. Поэтому у женщин больше возможностей, вот благодаря этому качеству, вот этой ответственности, любви к семье, пойти вот на такие, не то что отчаянные, а рискованные шаги и добиться результата. У нас у женщин очень развита вот эта отчаянность ради семьи. Отчаянность немножко такое не очень приятное, да, двигатель. Лучше любовь. Потому что в итоге это же переходит любовь к детям, любовь к семье. Вот. Вы заканчивали менеджмент, работали в бухгалтерии, да, пришли в логистический бизнес. Почему логистика? И с какими трудностями вы столкнулись? Чисто случайно произошло. Никогда не думала, что именно в логистике буду развиваться. Как раз таки я хотела бы выделить последнего своего работодателя. Это была таможенно-брокерская компания. Ей также управляла женщина. Я до сих пор ей благодарна за то, что вот она проявила доверие и дала мне свободу для действий, да, вот таких предпринимательских. И, соответственно, в той компании, которая занималась таможенно-брокерской деятельностью, я работала главным бухгалтером, и учитывая то, что таможня – это все равно компонент логистической цепочки, подумала, почему бы туда еще и транспорт не добавить. И вот эта моя неуемность в рамках как раз-таки компании моего предыдущего работодателя привела к тому, что мы запустили как раз-таки бизнес по перевозкам. На счетах дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, но на счетах 0. При всем при этом как бы мы запускаем вот эти бизнес-процессы по перевозке. Наши первые клиенты становятся клиенты из Европы, из Российской Федерации, вообще из стран СНГ. Ну и вот это наследие, я вот увидела как бы вот этот успех, что вот таможня рядом, транспорт рядом. Компания стала стремительно расти. На тот момент мой супруг уехал в Россию. Я как настоящая таджикская Пенелопа осталась в Таджикистане, а мой Одиссей плавал по волнам российских приключений. В общем, как бы я пришла к тому, очень хотелось уехать к супругу. Как бы у нас на тот момент было 2 детей. Накаш, судьба так распорядилась, что все-таки российские приключения дали свой результат. Слава богу, он счастлив в своей семье, я сейчас тоже счастлива, потому что все-таки у меня такие прекрасные дети, я самодостаточна в бизнесе.
когда вот супруг уехал, я хотела уехать к нему, в итоге не получилось уехать. И на этот момент я уже говорю, давайте я открою тогда свою компанию, своей свекрови, Аяджон. И вот меня Аяджон поддержала, говорит, открывай. Открыла я, кстати, компанию в сфере консалтинга. Мы на тот момент занимались бухгалтерским учетом, внедрением стандартов МСФО, установкой 1С и плюс HR-проекты. Но предыдущие клиенты с той компании, где я раньше работала, прям вот соблазняли вот, тем, что давай доставь мне груз, мне нужно привезти там груз оттуда-то. В итоге соблазнилась и параллельно с консалтинговыми проектами стала все равно осуществлять логистический сервис. А почему именно логистика? Ну вот очень интересный процесс сам по себе, потому что ты делаешь пользу, ну это превыше всего, конечно, и там есть такой компонент азарта, как и в любом другом бизнесе. Там большие риски и большие выхлопы в денежной массе, в доходной части имеется в виду. И вот когда ты вкладываешь, опять-таки, помните, я рассказывала, последние деньги семейного бюджета, и тут раз это выхлоп, это вот как раз таки... А вот последние деньги, да, то есть вы говорите последний. Какой капитал первоначальный вы вложили в свой бизнес, если не секрет, конечно? На тот момент, когда я открывала компанию, речь шла о $3000. Мы сняли в аренду помещение 20 квадратных метров, если не ошибаюсь, там 3 стола, 5 стульев, 2 ноутбука, какой-то вот вообще нестандартный такой комплект. Мы закупили мебель, оргтехники. На первых порах сначала мы были вдвоем с партнершей, потом 3 коллег присоединилось, в общем, нас было 5. И вот так вот стартанули, что на сегодняшний день уже более 100 сотрудников в нашей компании. В любом бизнесе есть, конечно, свои взлеты и падения. Можете как-то поделиться, у вас был ли такой случай в бизнесе, в карьерной деятельности? Конечно, и не без этого. Я же говорю про ошибки, да. Нужно уметь совершать ошибки, чтобы не то, что вот именно делать ошибки постоянно, но не бояться делать ошибок. Но у меня тоже были такие уроки в жизни, как раз когда я потеряла Аяджон. На тот момент моя компания, наша компания была в очень тяжелом финансовом положении, потому что доходов не было, обязательства копились, соответственно, это долги, как бы компания была многочисленной, я вынуждена была сократить весь штат для того, чтобы погашать долги. Мы 2 года выходили из этой долговой ямы, это был 18-19 годы. Это вообще для меня было такое обнуление, слава богу, рядом были надежные люди, надежная команда, надежные партнеры, которые спасли просто и бизнес, и меня. Я покидаю дом, в котором жила на протяжении 14 лет. Мне казалось, я вечно там буду жить со своими детьми, со своей семьей. Ну, Аяджон скончалась, потом через 1-1.5 умирает Дададжон, я ухожу из дома. И вот прям с нуля. Начинается жизнь с нуля. Я снимаю квартиру. Да, вот в 18-й год, да. Вот. Как раз и в компании очень тяжело было. И в личной жизни тоже я уже понимаю, что, к сожалению, расстанусь со своим супругом. Ухожу, ну, почему я и ухожу из дома. Меня там держала Аяджон, а Аяджон уже нет. И в итоге потом... Я к тому, что можно начинать с нуля даже вот в таком периоде, да, осознанном. Создана была компания ранее, да? Да, ну, компания была в 2014 году открыта, это 18-й год. 18-й год у вас такой период был, что, да? Очень. Я уже хотела закрывать фирму, там, уйти в найм, то есть работать на кого-то. Ну вот как-то это все прошло, слава богу. Как бы печально не было, да, на тот момент. Я ходила с улыбкой на лице и про себя думала, как я еще могу улыбаться.
Мне плохо, мне очень внутри было плохо. Я расстаюсь с супругом, умирает моя любимая Джон. Там, мы теряем Дада Джона. Я ухожу из дома, который казался мне таким родным, потому что, ну, вот, от того, что рано своих родителей потеряла, а здесь я получила вот это тепло. Беру своих детей. Дети тоже в стрессе. Ну, как бы ломается вся та крепость, которую мы строили. Вот, и несмотря на все вот эти испытания, вот до сих пор работаем, не то что работаем, мы даже добиваемся определенных успехов. Очень хочется просто передать вот этот опыт, свою историю успеха, если можно это назвать, потому что для нас цели стоят очень такие высокие. Ну, возможно, сегодняшний наш пример тоже для многих будет история для подражания, да, потому что, несмотря ни на что, компания Mavsim сегодня выросла. Более того, мы оцифровались, мы являемся пионерами в сфере логистики, особенно нашей национальной экономики, где мы создали свою площадку. Она сейчас как раз-таки развивается, дорабатывается. Это как нам, не помню, кто сказал, на каком-то мероприятии. Если Алиф банк среди банков считается высокотехнологичным, то Mavsim среди логистических компаний тоже вот как Алиф, высокотехнологичный, оцифрованный. Я здесь уже пиарю свою компанию. Ничего страшного. Фуры, большие машины. Как вы контролировали фуры, которые, да, то есть если вы с Европы и с России привозите, да, то есть обслуживаете, да, Китай, то есть компания. Турция, да. Как это происходит, как у такой красивой, хрупкой женщины это получается? Вы знаете, недавно на одной встрече тоже нам говорят, вы такие любезные, вы такие вот, Габатон Ширин, да, ну вот вы такие сладкоголосые, да, так скажем. Вы с водителями также разговариваете? Мы так, да. На самом деле, если не лукавить, мы тоже научились французскому языку, но не без этого. Просто чтобы с оппонентом найти общий язык, порой нужно его ключик подбирать. Просто сладкоголосыми, но и на их языке тоже разговаривать, и потом нас слышат. Как мы прослеживаем, вот как раз-таки сейчас у нас онлайн-трекинг, поэтому мы контролируем, кто где находится через нашу программу, через наше приложение. То есть перевозчики загружают наше приложение, и мы их отслеживаем, кто где находится. А как приложение называется? Mavsim. Да? То есть это и можно в Google на Pay. iOS и на Android, да, через или Google Pay, или App Store, да, загрузить, да, это для водителей исключительно. Сейчас мы обновляем наш сервис, мы хотим сделать удобным его и для клиентов, и для сотрудников, потому что для клиентов и сотрудников это веб пока что ссылка, то есть через интернет заходишь по ссылке. А водителям, так как они и так загружены, едут, им приложение, чтобы удобнее было. Для вашей компании, да? Только для нашей компании. Это мы внутри оцифровали. Сейчас будет компонент внешний уже. Сейчас вот мы только прорабатываем стратегию, с разработчиками прописываем тех заданий, очень тяжело, тем более IT-сфера такая очень инновационная, очень сейчас в тренде, не просто в тренде, это уже данность. Мы уже должны жить с цифрой. И если мы хотим быть успешными, нужно использовать новые технологии. Это тоже вот как рекомендация, да, вот нашим девушкам в бизнесе, пожалуйста, вот, чтобы всегда использовать технологии, инструменты, которые сегодня у нас весь мир использует. На самом деле это еще и облегчает работу. Да. То есть в вашем случае вы можете смело, спокойно зайти в приложение и посмотреть, где ваш водитель находится, да, через сколько он приедет, да, и еще какие-то, да, то есть, допустим, мы себя страхуем в этом плане. Бизнес-процессы есть, которые вы можете проконтролировать через это приложение. Да. Сейчас в основном сколько процентов женщин и сколько мужчин работает? У нас 80% управляющие это женщины, 80%. Потому что у нас только директор филиала, там коммерческий директор мужчина, да, там есть так взять по одному проекту мужчина, а в основном женщины. Женщины, да?
Ну вот А из 100 это человек в команде, который работает. А из 100 да, человек это где-то сколько порядка 37-40% женский женщины. состав Да, составляет. да. А было ли вообще, Насима, желание все бросить и просто стать домохозяйкой? Сколько раз? Очень часто это происходило, особенно когда получаешь вот эти вот, да, какие-то, боже мой, сталкиваешься со сложностями, и у тебя не получается эти сложности решить, ты думаешь, боже мой, лучше была бы я просто вот такой вот домашний хонашин, да, зачем мне эти проблемы, зачем мне вот эти вот переговоры какие-то, ругань, скандалы, что-то доказывать, ну сиди ты дома. Такое тоже было. Что вас мотивировало продолжить? Это мои дети. Я все равно думаю о том, что их надо ставить на ноги, дать должное образование. Расскажите о своей семье. 2 взрослых сына и 1 дочь. Старшему сыну 21 год будет. Он учится на 3-м курсе в Алмате. Специальность цифровой маркетинг. Второй сын у меня ушел в художественное искусство, изобразительное искусство точнее. Он любит рисовать. Сейчас учится в колледже на 2-м курсе. Здесь, в Таджикистане? Да. Второй сын в Душанбе. В художественном колледже учится. А 3-я дочь Рамина, это вот моя долгожданная девочка. Ей сейчас 11 лет, она у нас танцует, учится. При всем при этом она мне заменила, она, знаете, дочь свекровь. А я Джон. Вы где? Вы во сколько придете? Вы когда придете? Вот постоянно, да, на контроле. Как вы совмещаете работу мамы и основательницу компании? Очень сложно сбалансировать. Раньше сложнее было, сейчас мне уже полегче. Сейчас я уже строго, там, допустим, заканчивается рабочий день, еду домой, приезжаю домой, прям стараюсь отключать телефоны, стараюсь не реагировать на внешний мир и вот полностью с детьми. Вместе там кинопросмотры, ужины, там подготовка там домашних заданий, да, к школе и так далее. Но раньше я такое не могла, я постоянно была в тонусе. И бедные мои дети, вот 2 сына старших, они практически выросли без меня, вот это мое упущение. Ну, была моя Аяджон. Сейчас, конечно, компенсирую, стараюсь восполнять этот дефицит. Ни в коем случае нельзя вот это вот, да, превышать вот временные вот эти пространства, да, в пользу работы, лучше в пользу детей. Ну, сбалансированно. Скажите, пожалуйста, Насимахон, чем вот женский подход к ведению бизнеса отличается от мужского? Ну, это эмоциональность, эмпатия, да, у женщин ярко выраженная вот эта эмпатия, она чувствует своего оппонента, ведение переговоров, коммуникации. Мужской подход к бизнесу, он более такой решительный, такой вот брутальный, грубоватый. Женщины помягче. Правда, с эмоциями. Где-то хорошо, где-то плохо. Потому что там плохо. Почему? Потому что начинает плакать. Женщины все равно, они более импульсивные. Сразу как бы могут проявить и радость в виде улыбки, и тревогу там, или какое-то беспокойство в виде слез. Но это очень подкупает где-то, когда ты ведешь переговоры, возможно. И в целом женщина, она очень откровенно и искренне ее чувствуешь. И женщина чувствует своего оппонента также. Вот поэтому вот это основные разницы, я так понимаю, в ведении бизнеса женщины или мужчиной. А какой совет вы бы дали молодым девушкам, которые хотели бы создать свой бизнес в Таджикистане? Ну вот, в первую очередь экспериментировать, не бояться. Даже если ошибаетесь, ничего страшного. И обязательно найдите себе круг полезных контактов. И еще один такой момент. Есть такое понятие женская солидарность. Найдите женщин в бизнесе, которые
с которыми нужно подружиться, можно подружиться. И обязательно вот просите помощи вот у них. Потому что женская солидарность, она очень полезна. Ну, вот друг другу помогать надо. Если в сообществе найдете таких вот женщин-предпринимательниц, прям вот дружите, выстраивайте отношения. Ну, главное экспериментировать и не бояться. Спасибо, Насима Хон, за прекрасную беседу.